Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Жителей 7 районов республики ожидает временное ограничение электроснабжения. Энергетики проведут работы на линиях Майя-Чурапча, Майя-Барагонцы и Майя-Нижний Бестяк. Один из сложных и древнейших языков мира. Сегодня в Якутии отмечается День родного языка и письменности. NFC-визитки, разработка игр и программирование. Ученики Центра цифрового образования детей IT-Куб работают над многими проектами. Расскажем подробнее. Блюдо, которое покорило иностранцев. В Москве прошла презентация кухни арктических народов. Успешное завершение регулярки. Якутская «Заря» вышла в плей-офф турнира с 5-го места западного дивизиона. Энергетики проведут работы на линиях Майя-Чурапча, Майя-Барагонцы и Майя-Нижний Бестяк для восстановления постоянной схемы электроснабжения после ремонта на подстанции Майя. Для проведения ремонтных работ 14 февраля с 13 до 20 часов будет вводиться график временных ограничений электроснабжения в Мегино-Кангаласском, Амгинском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Тампонском, Татинском и заречных населенных пунктах Кангаласского районов. На время производства работ электроснабжение будет осуществляться от резервных дизельных электростанций. Вопросы сохранения и развития языков коренных малочисленных народов Севера обсудили в День родного языка и письменности. Глава Якутии Айсен Николаев и народный депутат республики Елена Голомарева. В частности, обсуждались вопросы поддержки средств массовой информации на официальных языках республики. Также были затронуты вопросы подготовки и проведения в 2023 году первого съезда учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера республики. Съезд должен дать импульс модернизации содержания и технологий обучения родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера. В Республике Саха-Якутия, благодаря той политике и программам, которые приняты на уровне учебных организаций, мы держим интерес к изучению родных языков коренных малочисленных народов, но это должно продолжиться по вопросам, которые касаются именно населения. Сегодня в Якутии отмечается День родного языка и письменности. Праздник был учрежден указом первого президента республики Михаила Николаева в 1996 году. Дата приурочена ко дню рождения первого якутского лингвиста-ученого, основоположника массовой письменности, автора первых учебников на якутском языке Семена Новгородова. В честь праздника в Театре оперы и балета состоялось торжественное собрание общественности, вручение премии главы республики в области сохранения, изучения и развития языков. Также в рамках декады родного языка по всей республике проводятся интересные мероприятия, пропагандирующие сохранение и развитие родных языков. Слово сказать, в прошлом году глава также выступил с поздравлением перед жителями республики и дал ряд поручений, которые на 100% исполнены. Это и должное финансирование госпрограммы сохранения и развития языков, это и создание детского контента, это и появление новых классов в образовательных учреждениях, которые обучают на родных языках, это и перевод большого толкового словаря якутского языка. Все эти мероприятия и поручения главы исполнены. Мы ожидаем новые задания и поручения главы с тем, чтобы с такой же успешностью реализовать их в течение года. Власти столицы учредили ежегодную премию в размере 100 тысяч рублей для 3 лучших школьных учителей якутского языка, литературы и национальной культуры. Первые обладатели премии в 2023 году будут определены по итогам конкурса к 27 апреля, Дню Республики. Каждый год 13 февраля в Якутии отмечается День родного языка и письменности. Якутский язык является одним из древнейших, а также одним из самых сложных и богатых языков мира. Дата выбрана не случайно, ее приурочили ко дню рождения первого якутского лингвиста-ученого, автора первых учебников на якутском языке Семена Новгородова. Нерюнгринский район тоже присоединился к празднованию этого дня. Якутский язык относится к группе тюркских языков. На нем говорит почти 400 тысяч человек. Причем это не только этнические якуты, но и представители других народов. Сам по себе якутский язык очень литературный и подходит для стихов и песен. О его значимости говорит и тот факт, что памятник якутского языка, уникальный эпос Аланхо, признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества. Аланхо – это очень богатое поэтическое
произведение, и на первый взгляд оно совсем не детское произведение. Мне очень нравится исполнять Аланхо, потому что это гордость народа Саха. Школьники через изучение культуры и народного эпоса Аланхо познают якутский язык. Также для подрастающего поколения проводятся вокальные конкурсы, театрализованные инсценировки, выставки декоративно-прикладного творчества. Если дети знают традиции, обряды, язык, литературу народа, носителем культуры которого они являются, они и становятся патриотами. Они любят свою родину, они пропагандируют знания о культуре родного народа. И второй важный момент. Если дети уважают культуру собственного народа, то они с таким же уважением относятся и к культуре народов других, представителей других народов, которые проживают с ними рядом. В школах Нерюнгри дети изучают культуру своей республики. Но наряду с этим существует проблема нехватки специалистов по якутскому языку. Преподавание якутского языка пошло на спад. И вообще молодые семьи приезжают, у нас полиэтнический город, поэтому как бы вынуждены дать детей в русскоязычную детский сад, там центры развития ребенка. И получается, ребенок попадает в русскоязычную среду, и родители заинтересованы, чтобы он быстрее забыл язык, а научился бы говорить по-русски, быть равным среди равных. И поэтому это большая проблема. Потом тоже приходит школа вся русскоязычная, поэтому тоже среда русскоязычная, и дети начинают забывать. Сейчас в учебных учреждениях проводится системная работа по повышению уровня образования и развитию государственных и официальных языков, которые функционируют на территории Якутии. Наша республика одна из первых начала проводить работу по языковому строительству. И сейчас делается все возможное, чтобы языки народов Севера не потерялись в огромном мире. И будущее поколение якутян знали и могли говорить на своих родных языках. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. В Ленский район прибыли члены правительства во главе с Ольгой Балабкиной. После отчетов властей жители поселений могли обратиться к правительству с личными вопросами. Вопросов жители задавали не так много, но каждый из них касался развития их сел. Например, бичинчинцы благодарили власти за внимание к их поселению. Так, за последние 2 года в селе произошло много новшеств. Был проведен интернет, появился кинотеатр, стабильно развивается сельское хозяйство. В это направление вкладываются большие средства. Выделяются финансы и на сохранение поголовья скота. Республика выдает деньги 35 тысяч. В этом году увеличилось до 37 тысяч рублей. И на сохранение поголовья табунного коневодства тоже цена повысилась до 5 тысяч рублей. Это тоже очень большая поддержка, существенная для хозяев. Но и проблемы у жителей все-таки остались. Сельчане поинтересовались у правительства, когда в наследии появятся благоустроенные дома, а также планируется ли строительство культурного центра. Отмечу, что правительственные группы будут работать в Ленском районе в течение 2 дней. У жительницы Магана Марины Бахилиной в семье 2 участника специальной военной операции. Из 3 сыновей 2 проходят службу на линии соприкосновения. Средний сын Сергей – десантник, служит по контракту. Старший Алексей призван в рамках частичной мобилизации. Марина Константиновна с нескрываемой гордостью рассказывает о своих сыновьях, считая их и всех ребят, находящихся в зоне специальной военной операции, настоящими патриотами и героями. Средний сын Андрей всегда грезил военной карьерой. Через полгода срочной службы он подписал контракт и остался в армии. Сейчас у него за плечами несколько командировок в Сирию, и его участие в специальной военной операции не вызвало у матери вопросов и не стало неожиданностью. 23 февраля я его успела по телефону поздравить с Днем защитника Отечества, а 25 у него день рождения. Все, на связи его нету, и тут объявляет, началась спецоперация. Но я сразу поняла, что это на Украину. Он у меня еще тот партизан. Он мне все время говорит, меньше знаешь, лучше спишь. За участие в штурме аэропорта Антонов Андрей, как и его сослуживцы, получил орден мужества из рук главнокомандующего воздушно-десантными войсками. Старший сын Сергей после срочной службы вернулся к гражданской жизни, но когда объявили частичную мобилизацию, Сергей без колебаний явился в военкомат. Старшему 38. А он спокойно позвонил и сказал, мама, мне пришла повестка в военкомат. Он у меня... Да у меня все, никто не прячется. Все это, как говорится, если Родина сказала, значит надо.
Такого нету, чтобы эти лазейки искать, чтобы куда-то спрятаться. Там, знаете, вот как многие начинают, да? Нет, такого нету. Сейчас Сергей служит в расчете комплекса противотанковых управляемых ракет. Марина Константиновна не скрывает гордости за своих сыновей и за всех ребят, которые сейчас находятся в районе проведения специальной военной операции. Самое главное, что вот они знают, что мы их все поддерживаем. Я всем хотела бы пожелать легкой службы. И самое главное, чтобы вернулись здоровыми. И чтобы ребятки знали, что их ждут и матеря, и жены, и родные, и близкие. Вот успехов. И чтобы возвратились обязательно здоровыми и живыми. Это самое главное, ребятки. Марина Константиновна говорит, что была бы возможность, сама бы отправилась на линию соприкосновения. А пока она с односельчанами в свободное время изготавливает блиндажные свечи и занимается волонтерской работой, чтобы поддержать всех воинов. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. В современном мире детская онкология лечится. На исход болезни сильное влияние оказывают доступность качественной современной диагностики, а также своевременность и корректность лечения. С 13 по 22 февраля Национальный центр медицины проводит дни открытых дверей к врачу-онкологу. Подробнее об этом расскажет Валерия Наумова. Ежегодно около 40 стран мира под патронатом Международного общества детских онкологов принимают участие в мероприятиях ко Дню детей, больных раком. Международный день борьбы – это глобальная совместная кампания по повышению осведомленности об онкологических заболеваниях у детей и выражению поддержки детям и подросткам, больным раком, выжившим и их семьям. Сюда может прийти любой желающий, записаться на консультацию. Также в эти дни в декаде Дунов сходят разные мероприятия. Это мастер-классы разные для детей, для родителей. Также проводим обучающие семинары для врачей, узких специалистов, педиатров. Об онконастороженности, что есть такие заболевания, на что следует обратить внимание педиатра. И, конечно, также и о важности профилактических осмотров, профилактических мероприятий. В республике ежегодно выявляется около 30 детей с онкологическими заболеваниями. В настоящее время детский рак не является фатальным диагнозом. В отделении детской онкологии медицинские услуги получают дети от 0 до 17 лет. Многие из юных пациентов проходят лечение вместе с родителями. И поэтому в отделении созданы комфортные условия, чтобы мамы с больными детьми чувствовали себя как дома. У нас 2 кухни, родители могут сами готовить. Конечно, тяжело тем родителям, которые приехали из дальних районов. И тут есть у нас все созданы все условия, чтобы они чувствовали себя как дома. Есть и тренажерные, можно заниматься, читать. Своевременное обращение к врачу может помочь в раннем выявлении злокачественной опухоли у ребенка. Записаться на прием к онкологу в рамках Дней открытых дверей можно по телефонам регистратуры 39 52 65, 39 52 67. В день приема с собой необходимо иметь страховой медицинский полис пациента, СНИЛС, свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей и справка об эпидокружении. Валерия Наумова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. На территории Нерюнгринского района подразделением по делам несовершеннолетних прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Семья», цель которого – проведение проверок неблагополучных семей, зарегистрированных в районе. Во время таких проверок выявляют факты жестокого обращения с детьми, а также преступления и правонарушения, совершенных в отношении несовершеннолетних. Всего на территории Нерюнгринского района на учете состоит 65 неблагополучных семей, с которыми ежемесячно проводится профилактическая работа. Тем не менее, во время этого рейда были выявлены серьезные случаи, по результатам которых приняты соответствующие меры. Был выявлен один факт нанесения телесных повреждений отцом ребенку. Также был выявлен один факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. И в одной из семей, также относящихся к категории неблагополучных семей нашего района, были изъяты дети, которые были помещены в реабилитационный центр для проведения с ними социальной работы. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Также предусмотрена у нас административная и уголовная ответственность за жестокое обращение с детьми, то есть за нанесение ребенку телесных повреждений, либо каких-либо увечий.
NFC-визитки, разработка игр и программирование. Ученики Центра цифрового образования детей IT-Куб работают над 300 проектами. Свыше 1700 учащихся проходят программы по 55 направлениям. Об интересных проектах и достижениях воспитанников IT-Куба расскажет Светлана Амосова. Одной из самых популярных и востребованных у детей является направление 3D-моделирования и программирования. Богдан Байдам-Федоров входит в этот кружок 7-й месяц и уже имеет немалые успехи. Он за месяц разработал NFC-визитки для 2 направлений IT-Куба. Берем NFC-визитку и прикладываем к телефону. Тут помещена мини-ссылки на фотографии, документы, WhatsApp-группы, на сайт и отзывы. Такое решение было принято неспроста. Во-первых, это экологично, а во-вторых, современно. Дальше я буду делать другие кружки своей школы, их там 28. С проектом Байдама нас зарекомендовали на всероссийский НПК «Первые шаги в науку». Сейчас мы отправили работу на другой НПК имени Лобачевского, которая пройдет в Казани в следующем месяце, пока идет заочный отборочный тур. Если игрок отвечает правильно, то он проходит дальше, а если нет, то он умирает и начинает заново. Узнать интересные факты и прогуляться по Ленским столбам можно в новой игре Арылхана Константинова. Он разработал свой проект на платформе Roblox. В дальнейшем планирует выпустить игру на якутском и английском языках. Ленские столбы выбрал, потому что это очень интересно и красивая достопримечательность. Где-то 3 недели я спокойно дома у себя делал этот проект. Новое здание IT-Куба в Якутске было открыто в апреле прошлого года. Сейчас в Центре цифрового образования занимаются свыше 1700 детей от 6 до 18 лет. Сейчас в этом кабинете обучаются самые маленькие воспитанники IT-Куба, ученики 2-х и 3-х классов. Ребята по направлению лего-конструирования создают 3D-открытки к 23 февраля. IT-сфера в настоящее время очень популярна среди школьников. Поэтому с каждым годом желающих записаться в IT-Куб становится все больше. Ведь ребята не просто обучаются и создают проекты, а дальше продвигают и защищают их на республиканских, всероссийских и международных конкурсах, конференциях. Таким образом, у детей развиваются творческие навыки, способность работать на различных программах, которые в будущем им обязательно пригодятся. Светлана Амосова, Артем Алексеев, Якутск. Салат индигирка покорил иностранцев. Северный деликатес презентовали во время 21-х зимних дипломатических игр в Москве. В рамках спортивных соревнований гостей и участников знакомили с кухней арктических народов. Якутию представила чета Николая и Валерия Атласовых. Подробности у Максима Кардозу. Зимние дипломатические игры прошли в 21 раз. Их организатором является МИД России, а участники – это сотрудники различных посольств. В этом году свои команды представили 25 стран. Они соревновались за победу в хоккее, мини-футболе и других видах. Спорт – это, конечно, хорошо и интересно, но для многих главным событием все-таки стал гастрономический фестиваль «Вкус Арктики». Сюда приехали различные северные регионы нашей страны. Посмотрите, привезли свои деликатесы, готовят прямо на открытом воздухе. Здравствуйте, подскажите, откуда вы и что вы готовите? Мы из Мурманска, Териберка. Готовим заибурюху, рагу из трески, тушеная треска с картофелем и овощами. Поморское блюдо, бомбическое, посмотрите сами. Якутия тоже удивляла. Николай и Валерия Атласовы привезли в Москву замороженную рыбу. Мы будем угощать обязательно индигиркой салатом, да? То, что у нас это самый лучший салат, это наш бренд, а также строганина из нельмы будет, а также икра будет сиговая наша, которая сейчас покоряет сердца наших россиян. Вы знаете, сколько раз была в Якутии, и каждый раз сразу бежала и говорила: мне индигирку. И строганину, конечно, тоже. Если в ресторанах есть где-то, я обязательно заказываю. Прерывный ресторан какой-то, я сразу спрашиваю. Но индигирка вряд ли, поэтому это исключительно якутское все-таки блюдо. Якутская индигирка стала настоящим открытием и для иностранных послов. Такого необычного блюда они еще никогда не пробовали. И у многих из них даже появилось желание приехать в Якутию, чтобы увидеть родину такого необычного салата. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Виктор Олесов, Московская область.
Якутская «Заря» успешно завершила регулярную часть чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Подопечные Олега Марченко вышли в плей-офф турнира с 5-го места западного дивизиона. По завершению предварительной части соревнований команда прилетела в Якутск, где после небольшого перерыва приступила к первому этапу подготовки к решающей стадии чемпионата. Об итогах регулярной части и планах на плей-офф якутян узнавала Галина Чекурова. План тренировки такой сегодня. Сейчас 2 кружочка пробежимся, потом подтянемся, будет пару квадратов, немножко поиграем и поднимаемся в тренажерный зал. Ясно? Все, да? Все, сейчас побежали потихонечку, 2 круга, потихонечку все вместе. По возвращении домой в Якутск Олег Марченко дал возможность своим подопечным отдохнуть после регулярной части чемпионата России. Сейчас команда тренируется с минимальными нагрузками и проходит восстановительные процедуры. Мы начали играть с августа месяца, и вот закончился уже регулярный чемпионат. Было не очень просто, с разъездами, с выездами, с часовым поясом. Но ребята старались, были игры, которые мы где-то упустили очки, но были и хорошие очень игры, которые мы выиграли и победили и чемпиона прошлогоднего, и серебряного призера чемпионата России. Так что у ребят глаза горят, они хотят играть. По итогам 18 матчей регулярной части турнира футболисты «Зари» набрали 25 очков, что позволило квалифицироваться в плей-офф с 5-го места западного дивизиона. Однако игроки клуба признаются, что могли попасть в четверку лидеров. Мы должны были еще выше стоять на турнирной таблице. Проиграли игры, которые должны были выиграть. Я вот только недавно, 2-й год, только в высшей лиге играю, поэтому еще надо учиться. Спасибо команде. Молодцы. В целом нормально отыграли. Плей-офф турнира начнется со стадии 1/8 финала. Титул чемпиона высшей лиги оспорят 8 лучших клубов западного дивизиона и столько же команд из Восточной конференции. Мы в регулярном чемпионате на Западе заняли 5-е место. Теперь будем играть в плей-оффе. Первая игра с 4-м местом. Там уже одна игра в гостях, одна игра на выезде. Пока там команды не определились, а у них еще продолжается. Целый месяц будет чемпионат на Востоке. Ну и потом мы уже соперника будем своего знать и планомерно готовиться к нему непосредственно, вот, к сопернику, который займет там 4-е место. Ну а так ребята, конечно, настроены, глаза горят, все играть хотят выиграть и пройти как можно дальше в чемпионате и занять призовые места. Путевку в четвертьфинал получат клубы, которые в своих сериях первыми одержат 2 победы. Соперник «Зари» станет известен в марте, когда завершится регулярка Восточного дивизиона. Первый матч серии 1/8 финала «Заря» проведет 25 марта. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.